Добрый день, друзья! Посмотрим с вами небольшое видео. Отмечу, оно не из нашей практики, но мы не смогли пройти мимо данной ситуации, потому что нас очень волнует данная тема, да, и что человек остался без дома. В конце я дам небольшие комментарии. Меня обманули, и теперь я выплачиваю ипотеку 3,5 миллиона под практически 20%. Суть. В июне прошлого года я пошла в компанию для того, чтобы взять ипотеку, вложить туда материнский капитал, но риэлтор меня отговорила, сказала, что это невыгодно и так далее, и сказала, что лучше взять ипотеку. Риэлтор посоветовала, что выгоднее строить дом, чем вложиться в какую-то другую недвижимость, да, но не договорила, кому выгоднее. На самом деле, на тот момент, скорее всего, было выгодно риэлтору получить комиссию за клиента, нежели предложить какой-то интересный и выгодный вариант именно для клиента. На тот момент риэлторы жили очень плохо, потому что вторичка не продавалась, ипотеки с господдержкой, там семейная льготная ипотека на вторичное жилье не выдавалась, а новостройки, менеджеры компаний, кто строит новостройки, они сами справлялись с продажами квартир в новостройках, да, и подрядные организации, которые хорошо организованы, тоже справлялись самостоятельно, без каких-либо проблем с поиском новых клиентов и строительством домов. Смотрим дальше. Господдержка и под строительство дома. Все прошло очень быстро. Уверяла, что подрядчик супер, с которым они сотрудничают, что все будет на контроле у директора. И вообще никаких рисков, вообще ничего нет. Идеальный вариант для меня, там, как для самозанятой и так далее. Но меня бы тут не было, если бы все было так. В общем, после всех этих переговоров мы начали все эти процедуры, мне одобрили ипотеку под 8% с господдержкой, мне предложила риэлтор землю, в общем, мы быстро очень, на самом деле, все сделали. Банк очень легко как-то все одобрил, мне выдали первый транш на установку свай. После того, как установили сваи, мне выдали второй транш уже на подъем этой коробки, но суть в том, что там должен был быть жилой дом, да, и через год я должна была принести право на собственность этого дома, вот, а там была сельхозземля. Почему-то этот момент вообще никак не учелся Сбербанком, и они очень легко эту сделку как-то оформили. После того, как мы выдали второй транш, все начало очень сильно затягиваться, были уже первые звоночки, потому что постоянно мне риэлтор говорила, что да, все в процессе, но ничего не происходило. Я ее постоянно дергала, ничего не менялось. Риэлтор вроде как говорила, да, все хорошо, все на контроле директора, вообще все строится, все в процессе. Я знаю, что есть моя вина, что я не начала бить тревогу сразу, раньше, но у меня было очень сильное доверие, на самом деле, и мне говорили, что все будет очень хорошо. Шел уже, не знаю, 10-й месяц с начала строительства, практически уже все должно было сдаться. Я уже пишу риэлтору, она мне перестала отвечать в какой-то момент. В начале февраля она мне пишет: Виктория, ничего не сдвигается с места, ничего не построили, там только сваи. У меня случился нервный срыв, я понимаю, что мне нужно будет платить ипотеку, что в июне я должна принести право на собственность дома, которого нет. Я начала вот эти все процессы, разборки с подрядчиком, разборки с риэлторами, со всеми. Вот. Мы очень много раз виделись с подрядчиком, пытались договориться, там заключали соглашения бесконечно, чтобы не доходить до судов. Я выбивала реально всеми вообще возможными и невозможными способами вместе с юристом эти деньги. Часть денег я выбила из него, потом у него счета арестовали. Потом мне банк написал, что они мне выставят неустойку 180 тысяч в месяц, если я не принесу право на собственность дома на земле, на которой строиться нельзя. Плюс я плачу ипотеку ни за что, практически 20% каждый месяц по 21 тысячи, и это в год около 250 тысяч. То есть мне надо платить за какой-то свет, еще за что-то, за юристов. В общем, очень хочется, чтобы этот рилс видел как можно большее количество людей. Буду благодарна за ваши репосты, за вашу обратную связь. Поделитесь, пожалуйста. Кто-то, может быть, столкнулся с такой же ситуацией. Как вы... Что скажете? А представляете, сколько риэлторов в городе Сыктывкара, которые сидели без работы и просто весь поток погнали на кого? На одного подрядчика. Всего лишь одного. Но никто не задался вопросом, справится ли этот подрядчик с тем объемом клиентов, которые ему предоставили риэлторы. В прошлом году государство придумало такую программу ипотеки господдержка под 8%. Банк выдавал эту ипотеку, и государство им компенсировало там 5-6% до ключевой ставки, которая была на тот момент. Банкам выгодно было выдавать данную ипотеку, потому что государство все равно это компенсировало. Но данная ипотека выдавалась на самостоятельное строительство дома. Человеку дали, как он этими деньгами воспользуется, то есть это уже вопрос данного человека, которому ипотеку выдали. Подрядная организация никак не фигурировала в договоре
кредитном вот этом договоре с банком. То есть в кредитном договоре фигурирует только человек и только банк. Подрядчик никак не фигурирует. Дальше это уже следующий договор подряда, где человек просто для своих услуг, для своих нужд нанимает подрядную организацию, которая строит дом. То есть и выполняет обязательства человека перед банком построить дом. И у него случился кассовый разрыв, так называемый, когда новые клиенты должны закрывать старые дома и сдаваться старые дома. Когда старый дом сдается, он получает какую-то прибыль и на эту прибыль начинает строить новый дом. Но господдержка 1 июля прошлого года закрылась. То есть новые клиенты перестали поступать, на которые можно было достроить дома старым. И все, кто в последний вагон запрыгнул, на них просто не хватило денег. Эта схема неправильная, но большинство строительных компаний в Сыктывкаре работают именно так. Когда новые клиенты закрывают нужды старых. И так далее до бесконечности. Да. Но клиенты по господдержке закончились. Новых клиентов тоже нет. Ипотека не работала практически год. Никакая, ни семейная, ни сельская, ни с господдержкой. Никакая ипотека не работала почти год. Только в мае этого года начали выдавать семейную ипотеку. Представьте, сколько людей попало на целый дом. Получается, что по данной ипотеке единственный контроль банка было, что это траншевая система. То есть вам выдавали транш на фундамент. Вы сделали фундамент, предоставили отчет, банк перевел вам второй транш. Сделали определенные виды работ по второму траншу, там коробка с кровлей, например, окна поставили. Вам выдали третий транш. И так далее, пока вы всю ипотеку не выдали. В основном было всегда 3 транша. Больше никакого контроля на самом деле не было. А по факту, да, надо было разобраться с подрядчиком, да, посмотреть проект, какой дом вообще вам построят, из каких материалов, что будет использовано. Нужно было посмотреть смету, так как в смете прописаны параметры материалов, количество этих материалов, из какого сорта древесины, например, вам будет строить дом, какой утеплитель будет использоваться, какая кровля. То есть можно было это все посмотреть еще заранее, определиться с подрядчиком. То есть риэлтор, да, не говорит о том, что если это ваш знакомый, да, что он вам посоветует беспроигрышный вариант, который никаких рисков в себе не несет. Это просто невозможно. Риэлтор занимается вот именно поиском клиентов и предоставлением их в подрядную организацию. Дальше дело его не касается, он свою комиссию получил, и все, он с вами не хочет больше общаться. Ему больше не интересно с вами общаться и тем более решать какие-то ваши проблемы. Он свою работу выполнил, он свою комиссию получил и все, и благополучно хочет про вас забыть, потому что вы не будете в ближайшие 20-30 лет его клиентом и приобретать новую недвижимость. Он свою функцию выполнил, все, дальше вы ему не интересны. Но как всегда пострадал обычный человек, обычная девушка, да. Ей посоветовали, ей история понравилась, она взяла эту ипотеку и решила построить, исполнить свою мечту. Но что-то пошло не так. А что пошло на самом деле не так? Да, риэлторы создали прецедент. Они погнали трафик на одного подрядчика. Да? Они сами для себя не предусмотрели какого-то второго. Они не нашли какие-то отступные моменты. Они не проверили этого подрядчика, справится он с этими заказами или не справится. Почему банк не проверял недвижимость? Тоже странный вопрос. Но, как я уже сказал, да, подрядчики... Банк не мог даже проверять подрядчика, потому что, возможно, он даже не знал информации об этом подрядчике. В кредитном договоре фигурировал заказчик, человек, и банк. И банк, скорее всего, проверил человека. Если он платежеспособный, у него дохода хватает платить ипотеку, заработок стабильный, да, его все устроило, он все проверил. Там человек не является каким-то злостным неплательщиком. Все хорошо, вас проверили, все, вам дали деньги на строительство дома. То есть по-другому никак. Такая была программа, господдержка, да, государство эту программу тоже одобряло, и все было хорошо, и всех все устраивало. Но господдержку закрыли и правильно сделали, потому что, скорее всего, вы сами понимаете, что сам человек может построить, который со стройкой никак вообще не связан. В общем-то, особо ничего, да, и зачем банку такая недвижимость в залоге, которую строил человек сам, скорее всего, с нарушением огромного количества технологий. Зачем банку такая недвижимость в залоге, тоже не совсем понятно. Почему банк не проверял участки? Сложный вопрос. Возможно, если участки СНТ, садоводческие некоммерческие товарищества, то на таких участках можно строить жилые дома и регистрировать их. Есть прецеденты, и дачная амнистия работает, что по дачной амнистии на сельхозземле регистрируют жилые дома. Такие прецеденты тоже есть, и если
банк видел, что можно зарегистрировать дом как жилой, возможно, он это и пропустил в сделку. Также год назад на тот момент, да, подрядные организации должны были проходить аккредитацию в банке, в котором вы берете ипотеку. Но эта аккредитация не говорит о том, что подрядчик хороший, надежный там и все у него хорошо. Может такое случиться, банк проверяет всего 2 года. Что 2 года подрядная организация работала хорошо, все у них было хорошо, проблем с финансами не было, да. Но представьте подрядную организацию, на которую свалилась куча заказов. Вчера у него было все хорошо, а сегодня стало все плохо, да. И банк тоже не всевидящий. Он сначала дал аккредитацию, а потом также ее забрал. И просто аккредитация подрядной организации там в банке каком-то не говорит о том, что подрядная организация построит вам дом. Теперь самое главное, как не попасть в такую ситуацию, как все-таки достроить дом, как прийти к своей мечте, да, и не попасть в данную ситуацию, конкретный случай. Первое, что надо сделать, скорее всего, не скорее всего, а точно, вам в любом случае надо вникать во все процессы самостоятельно. За вас никто не может это сделать. Куча людей, которые связаны со стройкой, каждый хочет получить какую-то свою выгоду, свою прибыль, да, и вас подговаривает на что-то, что было бы выгоднее данному человеку. Поэтому слепо верить даже другу, который там всю жизнь занимается риэлторством, ну, это бесполезная штука. Полагайтесь только на себя, это самый очевидный факт, который в данной ситуации бы помог. Начните с земельного участка, например, да, вот вам предложили земельный участок. Посмотрите выписки из ИГРН, что это за участок, есть ли у него какие-то обременения, для каких целей он предназначен. Куча разных вариантов. Есть садоводческое некоммерческие товарищества, это участки СНТ, на них можно строить жилые дома. Есть ЛПХ, это личное подсобное хозяйство. Личное подсобное хозяйство предполагает, что вы на участке выращиваете какие-то различные культуры, картошку. Без постройки жилого дома. У вас на этих участках может быть сарайка, где у вас хранятся лопаты и инструменты. И все, жилой дом построить нельзя. Третье – это участки ИЖС. Это участки, предназначенные для строительства индивидуального жилого дома. Но выписка вот этой из ИГРН и назначение участка не гарантирует то, что вы сможете построить жилой дом. Следующий момент. Надо в администрацию подать уведомление о строительстве, о том, что вы планируете строить, чтобы понять, готова ли администрация дать вам добро для строительства жилого дома, сможете ли вы потом его зарегистрировать или возникнут какие-то проблемы. Это все бесплатно, никуда ходить не надо. Вы заходите на госуслуги, пишите в поиске уведомление о строительстве, заполняете параметры, и вам в течение 7 дней приходит ответ от администрации. Все ли хорошо с участком или нет? Готовы они вам дать разрешение на строительство или нет? И вы уже понимаете. То есть в течение 7 дней ни одна сделка не проходит, и вы можете проверить участок. Но это тоже еще не окончательный вариант, да? Вы еще не совсем точно знаете, все ли хорошо у вас с участком. Может, какие-то есть ограничения, да, там проходят линии электропередач, от которых надо отступить там 10 метров. Может, еще что-то, водоохранная зона, куча разных вариантов. Чтобы это проверить, также на госуслуги заходите и подаете заявку на получение ГПЗУ. Это градостроительный план земельного участка, где все подробно расписано, где что должно располагаться. Тоже делается на госуслугах, тоже бесплатно, но чуть подольше, 14-15 дней вам приходит ответ. Но бывает и случаи, когда за 2 дня приходит вам нужный для вас ответ, там, и вы можете все подробно изучить, ознакомиться с участком. Следующий момент. Вам дали выбор подрядной организации. Как проверить подрядчика? Первое, что вы можете сделать, прочитать все отзывы на всех интернет-площадках, какие вы только знаете. 2GIS, Яндекс, ВКонтакте, там, соцсети, мессенджеры. Город небольшой, вы можете про любого подрядчика узнать много полезной информации и не полезной. Также есть сайт, называется Rusprofile. Там есть демо-версия и есть платная версия. Стоит недорого. Купите платную версию, и вы за день пробьете всех подрядчиков нашего города, и вы будете знать просто об этой подрядной организации все. Кто владелец, какие компании еще есть на данном владельце, какие судебные дела, какие издержки, какие штрафы есть, госконтракты, там прописано абсолютно все, какой вид деятельности, чем можно заниматься, все сайты, все соцсети, мессенджеры. Следующий момент. Потратьте свое время
Поговорите с подрядчиком, спросите у него контактные данные его заказчиков, съездите на дома, посмотрите, сколько домов построено, поговорите с заказчиками, как проходило строительство, какие есть сложности там через год, через два после строительства, что возникло в процессе строительства, как эти вопросы решались. Ни одна стройка не проходит без каких-то проблем, да, и надо знать и понимать, как эти проблемы решать и как решала подрядная организация. Может, ваша компания действительно существует на рынке 2 года, которая особо ничего не построила, да, набрала кучу заказов и не смогла их реализовать. То есть повезло только вот в некой пирамиде верхушки, которая успела построить дом за счет нижних слоев пирамиды, да, а низам ничего не хватило, потому что закрыли господдержку. Дальше. Не полагайтесь ни на каких риэлторов, да, вам предоставили договор подряда, вам дали кредитный договор. Проконсультируйтесь с юристами по данным договорам. Защищены ли ваши интересы в данном договоре, или там защищены только интересы подрядной организации, да, или в случае с кредитным договором интересы банка, да. Посмотрите форс-мажорные ситуации, когда какие бывают. И вам надо соотнести эти два договора в один, да, что если здесь что-то случится, как он повлияет на кредитный договор. В данном случае, видимо, договора никак не соприкасались друг с другом от слова совсем, да, то есть банк платил траншами, сделали фундамент, он оплатил транш второй, сделали коробку с крышей, он там, допустим, оплатил третий транш. С подрядной организацией, видимо, совсем другая оплата была. Сначала человек оплачивает, а потом что-то происходит. Потом человек снова оплачивает, потом следующая работа только оплачивается. А по факту как получилось? Человек оплатил, но ничего не построилось. То есть, а можно было также договориться, у вас же с банком такая система траншевая, подрядная организация сделала работу, получила деньги. Надо было систему оплаты просто перевести на договор подряда. И все бы было, возможно, хорошо. И следующий момент, да, чтобы вот с банком не было никаких вот этих неустоек, надо поселиться с банком, а лучше в самом банке, и с ними как-то вместе решать с руководителями отдела, да, данный вопрос. То есть описать все как есть, вы же тоже не виноваты в том, что подрядчик обанкротился, все счета арестованы и так далее. Но надо банку предложить какой-то выход из ситуации. Банку нужна недвижимость в залоге, построенная, индивидуальный жилой дом, да, и банку нужна оплата. То есть ни в коем случае нельзя, например, прекращать оплату, потому что банк внесет вас в черный список, и вам больше никогда никаких кредитов никто не даст. Вы планомерно продолжаете платить ипотеку и с банком договариваетесь о каком-то решении данного вопроса. Вы предлагаете купить новый участок там. Можно взять СНТ, садоводческое некоммерческое товарищество, какую-нибудь дачу там подальше от города, подешевле, там за 30-50 тысяч. Раньше выдавали и бесплатно. Сейчас, конечно, так не получится, но были такие случаи, что бесплатно участок выдают. Построить там небольшой жилой дом 6 на 6 мансарды или 6 на 8 одноэтажный. Его зарегистрировать, и банку хорошо, и у вас хотя бы дача получится. И вы не будете платить неустойки в размере там 180 тысяч в месяц. Или там вам ставку не подымут с 6 там, до 20 или с 8 там, до 20%. То есть это какой-то выход из ситуации, но надо быть в общении с банком. Банк тоже не виноват, что подрядчик обанкротился, у него арестовали все счета. Вы не виноваты в этом. Но больше всех пострадал обычный человек, в данном случае девушка. Надеюсь, что это видео кому-то поможет. Желаю вам поменьше, чтобы вообще на самом деле таких ситуаций с вами не происходило и не случалось. И вы более ответственно подходили к выбору подрядчика, риэлтора, застройщика, банка. Потому что, скажу грубо, но вы покупаете не пирожок. Вы покупаете дом, который стоит больше 3 миллионов рублей и который должен прослужить вам больше 30 лет. Хотя бы. Больше 30 лет, потому что ипотека в основном на 30 лет сейчас.